Гол в свои ворота и нереализованные пенальти. Такой футбол на Якутия-24. Меня зовут Андрей Погорелов. Мы обсуждаем футбол, а помогут мне сегодня в нем разобраться наши гости Петр Соколов и Никита Евтушенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый матч Мундиаля на московском стадионе «Спартак», в котором сошлись дебютант чемпионатов мира, это сборная Исландии, и финалист чемпионата мира 2014 года, сборная Аргентины, показался нам достаточно убедительным, несмотря на счет 1-1. Что не получилось у аргентинцев, которые все-таки заведомо были фаворитами этого матча? Ну, интересный матч. Аргентина предсказуемо играла в прессинг, а Исландия, в силу того, что она уступает по мастерству команде Аргентины, играла от обороны. Счет закономерный, я считаю, Исландия мне понравилась, то есть они бились друг за друга как единая команда, как одно целое. Ну и все-таки, я думаю, они остановили Месси, пусть он и не забил пенальти, но в целом они играли с ним достаточно плотно. Ну, действительно, Аргентина с первых минут захватила инициативу, при этом исландцы охотно шли в контратаку, подключался не один, два игрока, да, вся полузащита подключалась, моментов было очень много, и все они в процентах 80, на мой взгляд, были достаточно серьезные. Плюс к тому чудила оборона Аргентины порой, да, чуть не привезли себе мяч, после чего, в принципе, и через несколько уже минут и гол произошел, да, и как в одни ворота, так и в другие. Но ключевым моментом все-таки того матча стал пенальти, который назначил арбитр. И, по вашему мнению, было ли нарушение? На мой взгляд, непосредственно нарушение было. Но здесь я хотел бы сказать, что Аргентине в очередной раз не повезло. Почему? Потому что фактически, хотя посмотрите, если чисто с тактической точки зрения, вся игра шла только в особенности во втором тайме. Все игроки, которые врывались в штрафную, они искали глазами Месси. То есть кто-то взять инициативу на себя не пытался. Ну, насколько, Никит, по твоему мнению, не стоит играть в такой футбол, играть на одного игрока, несмотря на то, что это все-таки звезда? Ну, это лидер команды, не то что лидер команды, это один из лучших футболистов мира, и все равно, как ни крути, ты ищешь его на поле, и этот человек может в одиночку выиграть матч. Когда у тебя не получается, то есть, у всей команды матч не получается, этот человек может сделать результат и решить исход матча. Но у Аргентины достаточно хороший состав, там нападение очень сильно, да, проблемы в защите, и вратарь тоже новый. Ну, я не знаю, это тактика тренера, возможно, это мы не можем знать точно, там, тренеру виднее, как он вообще строил игру на этот матч, что говорил в раздевалке. Ну, Месси пробил неудачно или вратарь был на высоте? Ну, тут в совокупности не очень удачный удар Месси, и вратарь угадал, там все равно тяжело угадать, когда бьют с 11-метровой отметки, но особой ответственности на вратаре нет. То есть, если он пропускает гол, понятно, неприятно, но это не его ошибка. А когда ты отбиваешь пенальти, тем более от Месси, ты герой матча. Ну, статистика говорит не в его пользу. Вот в подобных матчах, в частности на мировых первенствах, Месси больше, к сожалению, бьет, не забивает. Чего не происходит в клубе, да, в клубе у него с этим проблем нет. Но, несмотря на те моменты, которые у Месси были в матче, их было мало. Они были достаточно острые, и он пробивал что с правой, с левой ноги, и мяч проходил рядом со штангой, да. Никит, тебе предстоит играть в мини-футбольной Лиге чемпионов уже в этом году. И вот каково это, вот ты на позиции вратаря играешь, каково, когда ты видишь, что перед тобой лучший игрок команды соперника, но в нашем случае еще один из лучших игроков мира? Ну, знаешь, всегда приятно играть против футболистов, которые очень высокого класса, с ними интереснее. Ну и стараться показать себя на их фоне и посмотреть, на что ты можешь. Поэтому это только плюс, только интересно лично для меня. Не знаю, как для кого-то еще, но это интересно. Я всегда непосредственно своим игрокам говорю, чтобы они били низом и в угол. Почему? Потому что когда игрок бьет низом, чтобы вратарю достать этот мячик, у него должны работать вся группа мышц непосредственно от пяток и до головы. Почему? Потому что ему непосредственно нужно сложиться, а для того, чтобы сложиться, у него должны работать все мышцы. В данном случае, когда бил Месси, он бил
мы вот предварительно с Никитой обсуждали тоже этот вопрос, он бил на удобной высоте, то есть на уровне пояса. Соответственно, для вратаря это как бы удобное расстояние для того, чтобы достать этот мяч. Ну вот, если мы посмотрим на матчи, которые Исландия проведет дальше, они также будут играть от обороны? Или здесь они исходили из того факта, что они были, скажем, аутсайдерами этого матча? Ну, я думаю, то, что тактика поменяется у Исландии все равно. Они понимали, то, что Аргентина намного сильнее, и ничья с Аргентиной это хороший результат. Я думаю, они будут играть более-менее в прессинг и уже там смотреть по результату матча, исходя из него. Вот следующими соперниками этих команд станут Хорватия и Нигерия, да? В очном поединке хорваты были сильнее. Лука Модрич, в отличие от Месси, забил свой пенальти. Вот каковы ваши прогнозы, кто в этой группе будет бороться за выход в финальную часть? Да? Я напомню, что в этой группе Хорватия с 3 очками на первом месте, второе-третье место делят Исландия и Аргентина, которые сыграли в ничью, и Нигерия занимает последнее место с 0 очков у них. Ну, Хорватия, я думаю, здесь будет первая, второе будет Аргентина, третье будет Нигерия. Я думаю, Аргентина будет первая, вторые будут хорваты, четвертая Нигерия и третья Исландия. Но буду я болеть за Исландию, чтобы они вышли из группы. Очень понравилась мне эта команда. Нет, команда действительно смотрится красиво. На Евро обыграли англичан, наделали и там шороха. Возможно, и на этом чемпионате от них тоже стоит ждать каких-то сюрпризов. А они уже начали их преподносить. Если бы обыграли здесь 100%, да, уже это бы об этом говорили не один день. А так говорят пока о том, что Месси не забил пенальти. Ну, вчера вместе с группой D играла еще и группа С. Там французы обыграли австрийцев со счетом 2-1, а в другом матче датчане были сильнее перуанцев 1-0. Вот кто фаворит этой группы? Кстати, в матче Франция и Австралия было целых 2 пенальти забиты там и с той, и с другой стороны, да, но Поль Погба принес Франции победу. В этой группе на данный момент Франция и Дания имеют по 3 очка, Австралия и Перу по 0 очков. Кто в этой группе будет бороться за первое-второе место? Ну, Франция, думаю, первое место, потом Перу и Дания. Франция фавориты и выйдут достаточно легко с первого места, но за второе место будет борьба. И Австралия показала достаточно хороший футбол. Ну, счет говорит за себя, Да. всего 1 мяч проиграли. Трудно предположить, но я буду болеть за Австралию. За Австралию. Ну, уже сегодня состоятся еще 3 матча чемпионата. Пожалуй, 2 последних из них занимают особую позицию. Я напомню, что будут играть Коста-Рика, Сербия, Германия, Мексика, Бразилия и Швейцария. Германия и Мексика, здесь особая история. Эти команды встречались между собой 5 раз. Немцы побеждали трижды, и было 2 ничьих зафиксировано. Это мы говорим именно о официальных матчах. То есть у мексиканцев не было ни одной победы. Плюс к этому последняя встреча, если не ошибаюсь, она была у них на Кубке Конфедерации в прошлом году, и тогда в полуфинале немцы обыграли со счетом 4-1 мексиканцев. Повторится ли история вот этих их личных встреч? Вот ваше мнение. Ну, я думаю, в этом матче Мексика забьет и сыграет либо 1-1, либо проиграет 2-1. У Мексики достаточно хорошая команда. То есть, южноамериканские команды, они такие, как сказать, не противные. То есть, им все равно против кого играть, они борются со всеми. Ну, Германия, понятно, это один из фаворитов чемпионата. Сильный состав, будет интересный матч. Все будет зависеть от того, кто первый забьет. Если Германия первая забьет, то, я думаю, она доведет матч до победы. Если Мексика забьет, то Германии будет достаточно тяжело вскрывать оборону. Опять же, все 11 человек будут играть в защите. Интересный матч предстоит. Нет ли такого ощущения, если, предположим, Мексика забивает первый мяч, они не сядут в оборону, скорее всего? Не тот стиль игры у них. Там все будет зависеть от тренера, как там, поставит игру, что скажет, я не знаю. То есть там надо смотреть по матчу. Я бы на их месте все-таки начал играть от обороны. Не то чтобы от обороны, а больше опустился бы, отдал инициативу команде. И спокойненько ловил бы на контратаках. Да, я тоже Петр, так ну думаю. вот немцы чемпионы мира 2014 года, Кубок Конфедерации в 2017 году выиграли. Они здесь явные фавориты, причем не только этой встречи, еще и фавориты всего чемпионата. Удастся ли им в этом году отстоять титул? Вот, ваше мнение. Здесь, в принципе, команды очень сильные собрались. Мы как
уже заметили, все фавориты играют стартовый матч с очень большим волнением. Что взять вот Аргентину, Францию. Я думаю, что здесь тоже счет будет, возможно, либо ничья, либо Германия выиграет с преимуществом в 1 мяч. Вот мой прогноз таков. Мгм. Ну и уже фавориты группы ЕС идутся тоже сегодня ночью. Бразилия будет встречаться со Швейцарией. Каковы расклады здесь? Не повторится ли той ситуации, как со сборной Испании и Португалии? Ведь это команды в рейтинге между собой близки. Я думаю, что здесь обе команды, да, в принципе, они практикуют атакующий футбол, и думаю, обе команды должны забить хотя бы по одному голу. Ну, я думаю, Бразилия не испытает проблем в матче со Швейцарией, да? Ну и доведет дело до победы 3-1, 2-0, что-то из этого. Ну вот ваше мнение разошлось. Завтра в нашей студии мы встретимся и уже увидим, кто же победил в этом матче.